Общественной палате Коми требуется перезагрузка. Каждый из членов должен четко понимать, что полезного готов сделать для общества и какие идеи можно и нужно реализовывать. Сегодня на пленарном заседании Народно-надзорного органа к этому призвала Галина Киселева. Накануне в Москве она приняла участие во встрече с президентом. Владимир Путин устроил прием по случаю десятилетия Общественной палаты России. Теперь она станет площадкой для стимулирования молодых инициативных людей и реализации новых проектов. По всей России при поддержке Общественной палаты уже действует около 400 программ. Принцип формирования палаты, который сегодня в Республике Коми один из самых лучших, прямо скажу, поскольку вот когда я была в Совете Федерации, рассматривались самые разные варианты, во всех регионах по-разному. У нас он самый лучший. Другое дело, что его надо еще все равно совершенствовать, чтобы человек, который пришел сюда, уже понимал, что он не пришел посидеть на мероприятии, его пригласили сюда, а чтобы он инициировал мероприятие, чтобы он сам мог рассказать, а что он сегодня делает. Он мог это показать на своем примере. И сегодня в Общественной палате активисты некоммерческих организаций, молодые люди, готовые бороться за природу родной республики, заявили о появлении нового эко-движения. Его сторонники уже появились в Сыктывкаре, Усинске, Воркуте и Ухте. Задача, которую они перед собой ставят, это контроль за работой крупных промышленных предприятий. К слову, в Усинске общественники занимаются вопросами экологии уже второй год. Там открылась выездная школа Greenpeace по выявлению нарушений. В течение 2 недель российские и международные эксперты будут обучать 17 добровольцев практическим методам охраны природы. Как правильно зафиксировать разлив нефти, незаконную рубку или свалку, а также добиться их устранения. По информации экологов, в Коми непростая ситуация с нефтеразливами. Это приводит к загрязнению рек, лесов и почв. Отметим, аналогичные мероприятия «Зеленые» проводили и год назад. Тогда патруль выявил на территории Усинского района более 200 нефтеразливов. В этот раз участники школы проверят, как компании справились с их устранением. В 2014-м Greenpeace проанализировал экологические пробелы нашего региона и предложил меры, как сделать законодательство эффективнее. Со многими тогда согласилась и Минприроды Коми.